Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. География для отдыха за границей расширяется. Россия возобновляет авиасообщение еще с 2 странами. Он прославился ролями в фильмах «Офицеры», «Алые паруса», «Анна Каренина» и «Полосатый рейс». Не стало народного артиста Василия Ланового. Построить дом с помощью принтера. Местная глина стала материалом для экологически чистого жилища на севере Италии. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства России. В ходе встречи, посвященной повышению эффективности мер соцподдержки отдельных категорий граждан, обсуждался ряд текущих вопросов. Зампред правительства Татьяна Голикова информировала о ходе массовой вакцинации от коронавируса и дискуссии о введении ковидных паспортов. Вакцинация в России является бесплатной. Вы уже сказали, Владимир Владимирович, заканчивается 2-я неделя с того момента, когда вы дали поручение о разворачивании на территории Российской Федерации массовой вакцинации населения. Цель массовой вакцинации – это добиться формирования так называемого коллективного иммунитета. И по оценкам наших ученых мы должны сформировать коллективный иммунитет у 60% граждан нашей страны, за исключением граждан в возрасте до 18 лет и тех, кто переболел. То есть по факту цифра будет большая. Вы сейчас уже назвали цифру 68 миллионов человек по гриппу. По коронавирусу это практически идентичная цифра, если брать не переболевших, 68,6 миллиона человек. Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины 2 раза в неделю, а в Сингапур 3 раза. Как сообщили в аэропорту Домодедово, авиакомпания «Сингапур Эйрлайнс» возобновила полеты из столицы России с частотой раз в неделю. С российской стороны перевозчиком по маршруту Москва-Сингапур до приостановки полетов был Аэрофлот. Компания официально еще не сообщала о возобновлении рейсов. В то же время власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну. До 500 россиян в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и подтверждением брони номера в гостинице. В Москве глава Якутии Айсен Николаев обсудил развитие телекоммуникационной инфраструктуры в арктической зоне республики с генеральным директором компании «Мегафон» Геворком Вермишяном. Главной темой встречи стало рассмотрение проекта «Арктик Коннект», который предполагает строительство подводной волоконно-оптической линии связи между Европой и Азией. Отводы, построенные от основной линии, предоставят качественную связь жителям Арктики и Дальнего Востока. В настоящее время 13 районов республики, в которых проживает более 65 тысяч человек, остаются вне зоны охвата оптическими сетями связи. Изменить ситуацию как раз может проект «Арктик Коннект». Я благодарен Мегафону за то, что уже многие годы он работает в нашей республике. Он известен как такой хороший партнер нашей республики именно в части инфокоммуникационных технологий. И сейчас вот реализация данного глобального международного проекта позволит в том числе и наши арктические районы вывести на уже связь, прямую связь с всемирной паутиной. Нецензурная брань в соцсетях теперь может привести к серьезным штрафам. С 1 февраля владельцы ресурсов должны удалять посты с ненормативной лексикой и противоправный контент. Вступающий в силу закон призван оградить российских пользователей от нецензурной брани, детской порнографии, призывов к массовым беспорядкам и рекламы алкоголя, наркотиков и интернет-казино. Под ограничение попадают и публикации в сети, выражающие явное неуважение к обществу, государству, официальным символам России, Конституции или органам власти. Согласно поправкам в КоАП, штрафы за нарушение закона составят от 100 до 200 тысяч рублей для физлиц и от 400 до 800 тысяч для лиц должностных. Не стало народного артиста СССР Василия Ланового, который ранее был госпитализирован с коронавирусом. Артист умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его жена, актриса Ирина Купченко. Ранее директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что артист переведен в реанимацию. 2 января стало известно, что у Василия Ланового и его супруги обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких и поставлен диагноз пневмония.
Домашних животных бесплатно стерилизуют в Якутске. Так, на базе ветеринарной клиники «Айболит» Арктического госагротехнологического университета при поддержке Фонда президентских грантов реализуется проект по бесплатной стерилизации и кастрации кошек и собак. Добровольческий проект «Человек-друг животных» получил грант в прошлом году. Это проект студентов-волонтеров. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение численности безнадзорных домашних животных в столице, расширению компетенций зооволонтеров, обучению владельцев домашних питомцев практическим навыкам по правильному содержанию животных. В прошлом году в июне объявили победителей, и мы начали с сентября. Сейчас на базе ветеринарной клиники Арктического государственного университета проводим по записи бесплатную стерилизацию и кастрацию. В общем, мы должны сделать 2500 голов. На данный день мы сделали порядка 700 операций. Крепкие морозы в Якутии пока не отступают. Температуру минус 50 и ниже зарегистрировали в 9 районах. По данным синоптиков, температура минус 50 градусов наблюдается на метеостанции Хабардино Мирнинского района, Нера и Миконского района, в поселке Сангары и поселке Батамай Кобейского района, а также в селах Теплый Ключ Тампонского и Тяня Алекминского района. Минус 51 градус зафиксировали в населенных пунктах Батагай, Верхоянский, в селе Верхневилюйск. Температура воздуха ниже 52 градусов опустилась в селах Желинда и Жиганск. Самую низкую температуру минус 55 градусов зарегистрировали на метеостанции Бестягская звероферма. Местная глина стала материалом для экологически чистого дома на севере Италии. Его возвели методом трехмерной печати. По словам проектировщиков, дом в процессе сооружения и эксплуатации не производит вредных выбросов в окружающую среду, рассказывает Сергей Берец. Два гигантских принтера за 200 часов напечатали объект, который авторы проекта называют будущим строительной отрасли. Двойное куполообразное сооружение возведено в Равенне на севере Италии. Основным материалом послужила местная глина, смешанная с другими добавками, рассказал инженер компании ВОСП Альберто Кьюзоли. Глина извлечена здесь же, на стройплощадке. Она прошла фазы измельчения, фильтрации и превращения в однородную массу. Для стабилизации мы добавили рисовый жмых и солому, что делает глину водонепроницаемой, крепкой и пригодной для строительства. 3D-принтеры следовали цифровым инструкциям и возвели куполообразное здание. Похожая методика, но на менее продвинутом технологическом уровне, использовалась за тысячи лет до новой эры и применяется до сих пор. Отличие этого проекта в том, что компьютерная программа позволяет нейтрализовать человеческий фактор возможной ошибки. Экологическая хартия ООН предусматривает превращение традиционных приемов в новые, которые служат целям устойчивого развития, делают мир более зеленым. 3D-печать – адекватный ответ. Она позволяет экономить время и ресурсы. Как утверждают конструкторы, их глинобитное творение нейтральны с точки зрения выбросов углекислого газа и пригодны для использования во всех климатических зонах. Официальная презентация экологически чистых домов, созданных методом 3D-печати, запланирована на будущую весну. Итоги конкурсов «Снежная горка» и «Снежное чудо» подвели в поселке Чульман Нерюнгринского района. Работы, которые представил наш следующий герой, покорили сердца не только детей, но и конкурсной комиссии. Сюжет Ирины Кичигиной. Второй год администрация поселка Чульман объявляет конкурс среди управляющих компаний и ТСЖ и дворовых хозяйств на установку снежных горок и фигур из снега. Оба года в данном конкурсе успешно участвует и побеждает житель поселка Чульман Павел Патрикеев. Павел Викторович изготовлением горок занимается уже лет, наверное, 10. Сам по своей собственной инициативе эту горку у них знают чульманцы. И собирается, по сути, очень много детей. Микрорайон Заречный, ДСР, так называемый аэропорт. Чульман приезжает, и здесь вечером очень весело, очень интересно. Музыку включает, светомузыка включает здесь. На создание горки и фигур из снега Павла Викторовича вдохновило появление внучки. Как только выпадает первый снег, начинается подготовка к строительству.
Потом Павел сооружает из щитов каркас, засыпает снегом, и к середине декабря горка готова. Ну, затратно тут чисто только как рабочая сила, так будем сказать. Другую ничего, технику никакую я не привлекаю, ничего, чисто все своими руками. Вот и внучка, вот Лерочка мне помогает даже. Помогает супруга у меня, Ирина моя Ивановна. Вот, она разукрашивает это все. Ну и также со снегом мне все помогает. Работаем с своей семьей все только. Длина горки составляет 110 метров, но это еще не предел. Павел планирует увеличить спуск до 180 метров. Тогда адреналина хватит даже взрослым, которые тоже с удовольствием могут кататься вместе с детьми. Победитель уже получил свой денежный приз в размере 30 тысяч рублей и думает, чем еще порадовать детвору. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже на канале Якутия 24.